Всем привет, меня зовут Алексей Гладков, и вы на канале Mobile Developer. Сегодня я хотел бы обсудить такую одну очень интересную тему, вопросы, по которой задают мне постоянно, которая называется «Что выучить, Kotlin или Java?». Действительно, практически везде, в Инстаграме, в Телеге, в разных каналах мне задают этот вопрос. С чего лучше начать обучение новичку? То есть, что лучше учить, Kotlin или Java? Я сразу скажу, что я обычно отвечаю Kotlin, потому что у меня есть ряд аргументов, я их сейчас вам как раз и приведу. Но я, как правило, всегда сталкиваюсь с такими людьми, которые говорят, параллель со мной, отвечают одновременно, что лучше учить Java. И у них всегда примерно одинаковый набор аргументов, с которыми я хотел бы так несколько заочно сегодня поспорить, потому что давным-давно пора уже перейти на Kotlin, в Android, по крайней мере. Я не говорю, что так надо сделать в бэкэнде или еще где-то, но если говорить про Android разработку, то это, конечно же, Kotlin. Какие, собственно, обычно аргументы я слышу? Наверное, первый и самый главный аргумент, что начни учить с Java, потом будет освоить Kotlin легко, а наоборот сложно. Вернее, если правильнее сказать, то обычно про наоборот никто и не говорит. А ведь на самом деле это интересный вопрос. А что если сделать наоборот? Вначале учить Kotlin, а потом вам легко будет выучить Java. И в принципе, как вот мне кажется, я тоже когда-то учил Kotlin, я знал Java до этого хорошо. Kotlin у меня шел довольно легко, но тем не менее это все равно был новый язык, и мне все равно приходилось инвестировать достаточно много времени. И вот как с Jetpack Compose сейчас, ты хочешь написать какую-то очевидную штуку, и ты просто не знаешь, как этого сделать. То есть процесс обучения Kotlin в целом достаточно похож на процесс обучения Java, если вы знаете Kotlin. Очень большое количество обучающих материалов, которые существуют на сайте Android, они уже сделаны под Kotlin, и Kotlin стоит по умолчанию. И самое что интересное, что Google сама говорит о том, что Kotlin является основным языком программирования для Android, то есть это важный момент. Да, они раньше писали на Java, но теперь основной язык это Kotlin, и поэтому начинать, на мой взгляд, тоже нужно с Kotlin, как один из аргументов. То есть на аргумент, что учить вначале Java, а потом Kotlin будет проще, можно всегда сказать, что можно сделать и наоборот, выучить Kotlin, а потом вам, если что, будет легко выучить Java. Это действительно работает в обе стороны, и тут на самом деле может быть только один контраргумент, что Java она сложнее, чем Kotlin. И на самом деле это для меня скорее аргумент в пользу Kotlin, а не в пользу Java. Я приведу пример. У меня нет водительских прав, я как-то никогда не любил, честно говоря, заниматься вождением, не интересовался этой темой. И вот как-то раз меня что-то дернуло пойти научиться водить. Естественно, у кого бы я ни спросил, все мне говорили, что чувак, бери механику, научишься, потом сможешь на всем ездить и так далее. И это было, наверное, самой большой ошибкой. В итоге я на вождение забил, потому что мне неинтересно водить на механике, на самом деле. То есть помимо того, что эта тема для меня и так сложна, потому что учиться вождению в 30 с чем-то лет, это, конечно, не то же самое, что в 16 лет учиться или в 17. Помимо того, что эта тема для меня сложна, мне еще приходилось преодолевать дополнительное сопротивление, связанное с тем, что мне нужно разбираться с коробкой передач, постоянно сцепление менять и так далее. А вы же ездите в городе, и, соответственно, вы постоянно попадаете в какие-то пробки, светофоры, и ваше вождение напоминает постоянное это дергание бесконечное, коробки передач. Соответственно, если бы я пошел на автомат, то весьма вероятно я бы закончил обучение. Я думаю, что я все равно в итоге закончу. Просто я переключусь на автомат и пройду. Потому что совершенно другой уровень комфорта. Ты просто нажал драйв, выжил и едешь. То есть тебе также надо знать правила, безусловно. Если можно так переложить на языки программирования, можно сказать, что вам также придется учить архитектуру и все эти бесконечные библиотеки. Но при этом вам проще ездить. И с Kotlin очень похожая история. Поскольку вам надо учить, а Джуну учить надо огромное количество всего. Это и навигации, библиотеки, Dagger, ретрофит и так далее, и так далее. Сейчас еще появляется Compose, Kotlin мультиплатформ. И мне кажется, и так у какого-то среднестатистического человека, который хочет войти, у него и так голова идет кругом от того, что нужно выучить, то тут еще и все это делать на Java, преодолевая сопротивление, на мой взгляд, может несколько снизить вашу мотивацию, доучить все это до конца. То есть и так тяжело, а вы себя еще дополнительно заставляете и усложняете. Да, когда Java все еще был официальным языком и по Kotlin было мало материалов, это было наоборот. То есть вам по Kotlin приходилось бы искать материалы какие-то на Java, есть все и так далее. Тут такого не надо делать.
Вам нужно скорее наоборот по Java теперь что-то искать, потому что все современные модерновые штуки, которые будут сделаны для, там, я не знаю, новых библиотек, новых версий этих самых библиотек, они все будут написаны на Kotlin. И вам нужно будет искать что-то на Java, чтобы это как-то вот выглядело рабочим. Соответственно, сейчас вам придется преодолевать дополнительное сопротивление, чтобы учить Java. И вот, на мой взгляд, это самый главный аргумент в пользу того, чтобы учить Kotlin. Второй момент, это, второй аргумент, который обычно приводит, это то, что весь core Android написан на Java. Это так, с этим сложно спорить, действительно, core Android написан на Java. Но давайте спросим себя, речь идет конкретно о том, с чего начать учить, да, то есть предполагается, что вы абсолютный новичок, вы только начали, и вы, соответственно, еще не определились. Скажите мне, как часто придется вам залезать вот в core Android? Я думаю, что это будет примерно 0% вашего времени. Раньше под кором Android еще подразумевались какие-то, стандартные библиотеки, типа, не знаю, там, Support Fragment Manager, какие-то еще подобные штуки. Но теперь, если говорить про теперь, то все библиотеки, о чем я говорил чуть заранее, да, написаны на Kotlin, и все на Stack Overflow вопросы будут на Kotlin, статьи на Medium будет на Kotlin, все будет на Kotlin. И вам придется скорее наоборот переключать мозг на Java, то есть как-то брать этот Kotlin пример, а вы только учите, да, вам придется все равно этот Kotlin язык учить, и переделывать его на Java, что задача для джуна, практически непосильная. Либо придется искать материал на Java. А для новых библиотек материалов на Java очень мало, поэтому, безусловно, с Kotlin вам будет значительно проще. Ну и, наверное, третий аргумент, который я вот тоже слышу, это про то, что в конторах, там вот куда вы можете устроиться, все написано на Java. Или там большая часть до сих пор написана на Java. Во-первых, есть, допустим, конторы, в которых все написано на Kotlin. И вот, так сказать, ваш покорный слуга работает как раз в такой компании, где все написано на Kotlin. И если вы джун, да, вы только начинаете, даже не джун еще, а такой, так сказать, недо-джун такой, начинающий интерн, то вы, соответственно, ко мне в компанию не попадете, потому что, зачем мне человек, который на Kotlin писать не умеет. Соответственно, тут можно сказать просто, математически можно, конечно, посчитать, сколько компаний, которые на чистой Java пишут, и сколько компаний, которые пишут чисто на Kotlin. И я на самом деле думаю, что если говорить про Android, то компании, которые пишут чисто на Kotlin, окажется даже, наверное, больше. Если ваша компания, в которой вы устраиваетесь, пишет на чем-то смешанном, Java и Kotlin, соответственно, в таком случае логично предположить, что вы переходите с Java на Kotlin, эта контора переходит с Java на Kotlin, и у вас все меньше будет Java кусков, все больше будет Kotlin кусков. Потому что, обратного перехода я еще ни разу не видел в Android, опять же, я подчеркиваю, важно, в Android, то есть речь идет не про backend, не про Data Science, не про где там еще Java и Kotlin используются вместе, именно про Android. Вот. Значит, ваш тимлид сможет дать вам задание на Kotlin, на ту часть, где написано на Kotlin, да, и вы сможете спокойно там работать, обучаться, делать какие-то баги и так далее. А сложные штуки он либо поправит сам, либо отдаст синьору, там, или медлу, неважно, да. Вот, а вы потом, соответственно, погрузившись в проект, зная язык Kotlin, вы сможете разобрать части, написанные на Java. Здесь, возможно, даже Kotlin будет преимуществом, потому что, еще раз говорю, если посчитать компании, в которых весь код на Java, или весь код только на Kotlin, я думаю, что вторых окажется больше. Конечно, тут лучше посмотреть цифры, которые там приводит компания Google. Я думаю, что если мне будет не лень, они будут здесь вот тут или вот тут где-то показаны. Окей, и на самом деле есть еще такая вот категория, то есть это на самом деле касается различных чатов, где вы можете задать вопрос, что-то уточнить и так далее, которых я называю староверами. Что это значит? Это значит, что это люди, которые принципиально отрицают все новое. Возможно, вы таких видели или слышали. То есть они говорят, что все эти ваши крутины, котлины, не знаю, что там у вас Jetpack Compose, все это шляпа, зачем это все учить, все можно сделать на старом андроиде, там для всего этого инструменты есть и так далее. Но здесь есть на самом деле один контраргумент. Во-первых, время, когда существуют такие вот гениальные одиночки, которые пишут все соло, оно не то чтобы прошло, но оно постепенно уходит в прошлое. Связано это с тем, что размеры софта растут, размеры команд растут, и, написать в одиночку приложение, даже вот как наш Leroy Merlin, это задача, не то чтобы непосильная, но для одного человека очень сложная. И, соответственно, на передний план выходит даже не столько ваш навык программирования, сколько ваше умение работать в команде. Отсюда идут какие-то и софт-скиллы, и, ваши навыки в
плане понимания задач, декомпозиции задач и так далее. И, соответственно, идет тот же самый стек. Почему люди переключаются на модные стеки? Не только потому, что это любопытные инженерам, и они хотят, не знаю, там что-то попробовать, пощупать и так далее. Это еще происходит по той причине, что если вы берете людей на работу, то вам хотелось бы, чтобы они погружались с минимальными затратами времени. То есть они не должны там, не знаю, приходить и такие мрачно офигевать от ваших вот тред-экзекьюторов и того, что вы тут понаписали, да. Они должны уметь пользоваться тем, что максимально распространено. Таким образом, вы как бы расширяете свои возможности на рынке как компании. Вы можете быстрее нанять человека, быстрее заменить, можете менять людей между командами. То же самое касается стека, который принят в самой компании. То есть, если у вас, допустим, есть, не знаю, там 10 приложений в компании, да, и они все написаны на разном стеке, но вы себе этим самым фактически рубите возможность менять людей с одной команды на другую, а это иногда нужно. Это иногда даже нужно не столько самой компании, сколько человеку. Ну, например, он там с кем-то не сошелся характерами или хочет просто поработать над новым проектом, старый ему там надоел. А вы не можете его спокойно передвинуть, потому что для вас это выльется в огромную потерю ресурсов. Вот, поэтому вот это вот староверчество, оно, конечно, здорово. Здорово, что люди знают основы, здорово, что они их знают лучше всех остальных, но, к сожалению, это имеет малое отношение к коммерческой разработке. А мы же здесь с вами собрались для коммерческой разработки, то есть вы ищете работу, да, а не просто, я не знаю, там на фрилансе что-то такое сами себе на уме делать, да, и так далее. Ну и даже если вы делаете на фрилансе, то вы... С одной стороны, конечно, привязываете себя к работодателю этим стеком своим, вот этим вот старым, да, написанным на голой Java, без всяких библиотек и так далее. Но я бы, вот, будучи заказчиком, я бы, конечно, не стал с вами работать, потому что, во-первых, вы меня на себя завязываете, а вдруг у нас с вами отношения не сложатся или еще что-то, или вы ставку сильно большую будете делать. А любой программист, который посмотрит на это, он скажет, ну, либо в 2 раза больше ставку возьмет, либо он просто не будет за это браться, потому что, ну, он не умеет с этим взаимодействовать. Потому что есть некое ложное ощущение, что программист или инженер может знать все. Это не так. Вы не можете знать всего, это просто невозможно. Поэтому, когда на собеседовании спрашивают, не знаю, там, алгоритмы или еще какую-нибудь шляпу, которая мало имеет отношения к вашей работе, меня всегда это вызывает удивление. Ну, типа, а зачем это надо, если в работе мне это не пригодится? Да, я могу это ради развлечения сам для себя узнавать, но давайте мы будем беседовать о том, в чем будет заключаться моя работа. Потому что все знать, еще раз, невозможно. Это примерно то же самое, что спрашивать человека какие-нибудь сложные API-камеры, при собеседовании, да, всех подряд именно спрашивать, потому что, ну, не работал человек с камерой, это не значит, что он быстро в ней не разберется, он в ней быстро разберется, он специалист, там, синьор и все такое, но спрашивать его конкретно на собеседовании в моменте это странно. Безусловно, бывают ситуации, когда это нужно, когда, например, у вас вот приложение заточено на камере, и вам просто не нужны люди, которые не умеют с ней работать, да, то есть, ну и то, даже здесь я знаю ситуации, когда люди, помыкавшись по рынку и поискав такого человека, в итоге брали человека, который не умеет работать с камерой, ну и обучали его на месте, потому что это оказывалось экономически выгоднее, чем искать вот такого вот всезнающего. Поэтому, надеюсь, вот мои аргументы как-то помогут вам определиться с выбором. Еще раз говорю, на мой взгляд, в 2021 году, а на самом деле в 2020 и уже в 2019 выбирать в качестве языка программирования надо Kotlin. И начинать надо с Kotlin, если вы новичок. Ну а если вы до сих пор не перешли на Kotlin, я вам рекомендую сделать это как можно быстрее, потому что все движется в эту сторону, и вы рискуете остаться тем самым старовером динозавром среди кучи разработчиков, и вам придется все равно преодолевать этот барьер, либо менять свою область деятельности. Такие вот у меня аргументы. Если вы с ними согласны, напишите в комментариях. Если вы с ними не согласны, тоже пишите в комментариях. Мы с вами это как-нибудь обсудим, подискутируем.